Специальность актерское искусство в Юго-Остинском государственном университете собрала команду ярких и талантливых ребят, желающих связать свою дальнейшую жизнь с театром. Вступительные экзамены и творческий конкурс успешно пройдены, и вот уже студенты постигают азы мастерства актера, готовят этюды, словом, раскрывают свой талант. Бурная работа приостановилась в связи с карантином, но это все временно. За 4 года обучения с будущими звездами по специальности будут работать мастера от Бога, действующие режиссеры и актеры Юго-Остинского государственного драматического театра имени Кустахи Тагурова. Общеобразовательные дисциплины не пройдут у маститых специалистов ЮГУ. Кукуруза! Соленая кукуруза! Кукуруза! Соленая кукуруза! 200 рублей! С первого дня знакомства будущие актеры влились в активную студенческую жизнь. В аудитории у будущих творцов на сцене всегда весело и интересно. Уже сегодня это большая дружная семья. Как ты думаешь, за время обучения в ЮГУ ты как-то смогла себя лучше раскрыть? Да, конечно. Даже если брать курс в целом, то, думаю, все раскрылись. Конечно, пока прошло почти 2 месяца, и не у всех это наблюдается, но в общем мы все стали немного раскрепощеннее. Даже если вспомнить первый день экзамена, когда мы пришли, мы уже все сразу подружились. Привет, как тебя зовут? Они, как обычно, все втихаря сидят и ждут, пока назовут их фамилию и имя, зайдут в кафедру и дадут экзамен. Нам сказали, вы должны научиться работать в команде, у вас должно быть развито чувство партнерства. И поэтому мы научились понимать друг друга, уважать друг друга. И оттуда и пошло чувство партнерства. Многие из нас в детстве любили наряжаться в мамины платья или надевать бабушкин халат, косынку, очки, пародировать перед зеркалом или веселить родных. Казалось бы, простая забава, но для студентки Зарины Чехоевой это были первые шаги в творчество. Это, наверное, было в самом детстве, когда мы еще были самыми маленькими. У меня пока что тогда, наверное, представления не было, что я когда-то буду учиться на актерском факультете, но я тогда уже любила выступать, я любила публику, чтобы меня смотрели люди, веселились, чтобы им было интересно. И это, наверное, было в детстве, когда мы еще выходили во двор, выступали, делали концерты. Наверное, это было в то время. Или когда же перед бабушкой и дедушкой, я помню, мы в детстве с сестрой выступали перед бабушкой и дедушкой. Это Переодевались во что-нибудь? Да, мы переодевались в одежду, в бабушкину одежду, в халаты разные, и так выступали. Нам было очень весело, так же, как и нашим бабушкам и дедушкам. Лана Джагаева в детстве безумно любила ходить в театр с родителями. С восхищением смотрела на игру актеров и мечтала когда-нибудь играть на сцене. Лана, когда ты решила для себя, что хочешь стать актером? Еще в детстве, когда я ходила в театр на спектакли с родителями, мне уже тогда нравилась игра актеров, то, как они ведут себя на сцене. И как раз тогда в Дворце детского творчества открылся кружок «Театр юного зрителя». Я, конечно же, загорелась желанием пойти туда. И за эти 7 лет я уже твердо решила, что хочу поступить на актерский факультет. К счастью, как раз после окончания школы в ЮГУ открылся факультет актерского искусства. И при выборе остаться здесь или уехать куда-нибудь, я, конечно же, захотела остаться здесь и поступить в ЮГУ. Здесь у нас преподаватели, мастера своего дела, народные артисты, которые каждый день вкладывают в нас свои знания и опыт. Я им очень благодарна. Здесь я раскрываю свой талант и с каждым днем понимаю, что сделала правильный выбор. Театр для настоящего актера – второй дом. Сцена всегда завлекает и притягивает человека, связавшего свою жизнь с творчеством и перевоплощением. А овации зала после удачного выступления для актера несравнимы ни с чем.
Во время нашей учебы мы показываем животных, людей, интересных личностей, одушевляем неодушевленные предметы. Помимо этого мы ставим самостоятельные отрывки, где каждый из нас ставит отрывок из разных пьес, и это все бывает очень интересно. И каждый день у нас проходит по-разному, и каждый день у нас бывает очень насыщенным. Недавно к нам приехали режиссеры из России, и за 4 дня мы поставили 3 лабораторных спектакля. Мы играли вместе с действующими актерами театра. А как это было? Какие чувства у вас были? Это прежде всего очень большой опыт для нас, их наставления, все это мы запомнили, и мы дальше в дальнейшем мы будем учитывать их слова. Это как храм искусства. У меня каждый раз при входе в театр у меня захватывает дух, и мне очень нравятся эти ощущения. А когда выхожу на сцену, то это совершенно другие ощущения, совершенно. Очень нравится то ощущение, что вот когда актер за кулисами, он всегда испытывает какой-то мандраж, тревогу, а когда выходит на сцену, то все это куда-то исчезает, и появляется только наслаждение и удовольствие от того, что ты играешь, проживаешь чью-то жизнь. Упорство и труд приведут к успеху. Уже сегодня, закладывая фундамент будущей профессии, первокурсники актерского искусства глубоко в душе мечтают сыграть ту единственную роль, которая сделает их знаменитыми и узнаваемыми в каждом обществе, каждой семье. Но у студентов к этой цели впереди долгий, тяжелый путь. Как вы оцениваете работу студентов? Ну, мы пока присматриваемся к студентам, потому что они тоже первый раз на таких занятиях. Это, можно сказать, студенты не знают, что это такое, как это все. Приходится объяснять и делать это все. Потому что те занятия, которые мы сейчас проводим, это азы актерского мастерства. С чего начинается все. Это тренинги, которые мы проводим с ними, это упражнения, которые мы с ними проводим. И я думаю, что сейчас мы будем набирать обороты и будет какой-то результат. Каково вам работать с молодыми ребятами, которые только в начале своего творческого пути? Интересно всегда, потому что молодые приносят свои интересные идеи практически так, потому что у них как бы свой мир молодой, который они могут обогащать мир театра тоже, потому что в конце концов это поколение, которое полностью сосредоточено на том, что есть артисты этого поколения, есть зрители этого поколения. Вы даете студентам свои знания, а что они дают вам? Ну, пока, на данном этапе пока ничего, кроме того, что положительные эмоции, когда видишь, что они стремятся быть артистами. Никогда и ни в чем не надо ставить перед собой преграды. Любая благая цель достигаема. Но надо всегда самому идти к ней. Мы уверены, что герои нашего сюжета удивят нас, и мы все еще будем говорить о них, о их таланте и неподражаемости на сцене.